Гостевой дом семьи Даньковых известен по всему миру. Здесь побывали журналисты из 16 стран и 14 телекомпаний. Почему? Этот дом – уникальный этнографический комплекс, в котором можно совершить путешествие во времени. С увлеченностью истинного историка-архивиста его хозяйка Людмила Данькова собирает экспонаты, характерные для жизни и быта чувашских крестьян разных эпох. Это изба 19 века, горница прабабушки с ткацким станком, старинным сундуком, вышитыми рушниками и головными уборами. В берестяной люльке спит кукла Нарспи. Внизу, как и положено, амбар со всеми атрибутами сельской жизни. Парк советского периода. Умопомрачительная эклектика. От книг «Сять» и старинного столика. Его императору, высокому наследнику цесаревичу, великому князю Николаю Александровичу. До обязательных культовых бюстов и патефона. Менять. Красивая песня была. При желании гостей здесь научат молоть зерно на ручной мельнице, прясть пряжу на старинной прялке, вязать варежки и носки. А если захочется совсем влиться в пасторальный пейзаж, то можно приобрести и навыки по уходу за домашними животными, покопаться на грядках и даже научиться варить домашнее пиво. Эти нарядные ворота с табличкой не единственное, что отличает гостевой дом от остальных. Во-первых, здесь есть гостиница на 38 человек. В обычной деревне это редкость. Во-вторых, постоялец с первой минуты становится активным участником процесса. Пилотный проект решили опробовать на студентах местного училища. Но информационные указатели изготовили с прицелом на иностранцев. Сад – пахча, баня – мунча. Дубль надписи есть на английском. В оригинальных блюдах меню только натуральные компоненты. Для любознательных клиентов наготове деревенский ликбез. Если у них есть желание научиться этому, например, пивоварению, или корову доить, или сено косить, мы их можем научить. Предоставление услуг – прейскуранте семьи Даньковых. 2 года назад они решили перестроить свой дом под гостиницу. Комнаты отремонтировали, вырастили на огороде овощи и разработали культурно-познавательную программу. Для историка этнографического просвещения постояльца – эксклюзивные предметы быта. Швейная машинка, старинный фотоаппарат, экспонаты домашнего музея. Деревенские раритеты предоставили соседи и жители окрестных сел. На радиоприемник 57-го года, диван старинный. Правда, я этот диван уже реставрировала чуть-чуть по-своему, но слишком это. Баян старый совсем. Написано это. Жемчужина экспозиции – деревянный стол, изготовленный в качестве подарка будущему императору Николаю II. Откуда он взялся? Здесь, в Чувашии, местные историки пояснить затрудняются. На столе можно отобедать, радиоприемник включить и послушать, жернова мельницы использовать по назначению. Вот отпускаем и крутим. Неперемолотое зерно пшеницы тут же достается курам. Рядом, возле сарая, преподают основы ручного доения. Корова Марта заметно нервничает, приходится связывать ноги. Руки устали с первого раза, чувствуется. Национальный быт и местные традиции презентует баба Вера. Искусство самостоятельной выделки шерсти дается с большим трудом. Для деревенских женщин процесс привычен, для городских – сплошное мучение. Левой рукой дергаем шерсть, правой крутим веретено.